Итак, давайте разберем одну из мощнейших сур Корана «Аль-Маун». В чем ее суть? Сура называется «Маун». Это слово означает «мелкие бытовые одолжения, повседневную помощь». И сура сразу задает вопрос в лоб: кто же на самом деле отрицает веру? И дело тут не в словах, а в поступках. Все видно по тому, как человек себя ведет. Какие же это признаки? Во-первых, жестокость к сиротам и полное безразличие к голодающим. А корень этого в том, что такой человек просто не верит в судный день и воздаяние. А вот дальше самое интересное. Сура обращается к молящимся. Неожиданно, правда? Им обещано горе. Тем, кто в своих молитвах, скажем так, небрежен и рассеян. Что это значит? Это когда молитва совершается лениво, наспех, а мысли где-то далеко. Но главное — это мотив. Оказывается, они молятся просто на показ, чтобы люди видели. У этого есть специальный термин — рия, то есть показуха, действие ради признания, а не ради Бога. И вот тут видна колоссальная разница — делать что-то для людей или искренне для Бога. И сура снова связывает это лицемерие с тем, о чем говорилось в начале. Помните? Ведь и небрежная молитва, и скупость — симптомы одной болезни — эгоизма и слабой веры. Так вот, они отказывают в том самом мауне, то есть в элементарной бытовой помощи. А ведь настоящая молитва должна действовать наоборот, смягчать сердце, делать его щедрым. Настоящая, правильная молитва, она постоянна, осознанна. Ее берегут как сокровище. Так что получается, истинная вера — это всегда единство внутренней преданности и внешнего сострадания. И в конце остается главный вопрос. А наши поступки, они отражают то, во что мы верим?